Да не близко от города, недалеко же, недалеко от Киева, за 12 верст. Там жили незастывы богатыри, караулили, хранили столю Киев и град. Не видали они ни конного, ни пешого, ни прохожого, ни да ни проезжего. Да не серуют волк тут, не прорасыкивал, да не черный медведь там не пробегивал. Восставает старой да поутру рано, да выходит старой да к волны улицу, да берет где старой позорную трубочку. Он смотрит по сторону под южиною, кабы там, где стоят да лесы темные, он смотрит по сторону под западенью, кабы там, где стоят горы ледяные, он смотрит по сторону по северну, кабы там, где стоит да море синее, он смотрит по сторону восточную. Кабы там, где стоит да к полю чистое, не туман видит в поле, колыбается. Видит, ездит богатырь, забавляется. Он кверху то стрелочку постреливает, на сырую землю стрелку не уронивает, налетует ту стрелочку подхватывает. Ты, ават, на одном то колене держит чернеленечку, на втором то колене держит гумаурочку. Да и пишут богатырскую грамотику. Подъезжает богатырь к белу шатеру, да подбросил он грамотку старому казаку. Да берет где старой, да эту грамотику. Да заходит старой, да к белую шатер. Заревел, закричал он громким голосом. Уж как не время спать, днем пора сытовать. От великого сону пробужа утеша, от великой хмелинки просыпа утеша. Скочили ребята на резвые ноги, умывали шонище ключевой водой, утирали шонище полутяунышиком. Вот и стал тут читать да старик грамотику. Уж я еду где к вам, да в столь